Уважаемые друзья, коллеги, кыргызстанцы, мы сегодня вновь находимся у военной прокуратуры. Обращаемся к военному прокурору Набиеву с официальным письмом от партии с просьбой дать доступ к рабочим местам, арендованным в здании медиафорума. Я сейчас вам зачитаю отрывок из письма. По указанию или постановлению следователя не допускаются к рабочим местам работники СДПК. Партия является таким же арендатором, как и другие арендаторы ОАО «Медиафорум». Тем самым фактически приостановлена деятельность СДПК. Указанное действие следователя военной прокуратуры грубо нарушает конституционные права политической партии и законы Кыргызской Республики. В соответствии с частью 3 статьи 4 Конституции Кыргызской Республики, политпартии содействуют выражению политического волеизъявления граждан, принимают участие в выборах депутатов Джогорку Кенеша, президента и органов местного самоуправления. В соответствии со статьей 12 Закона Кыргызской Республики о политических партиях, государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов политических партий, создание в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и законами Кыргызской Республики равных правовых условий для выполнения ими своих уставных задач. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность политических партий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. В связи с вышеизложенным прошу вас обеспечить конституционные права, условия для выполнения своих уставных задач СДПК и обеспечить допуск СДПК к арендуемым помещениям в административном здании ОАО «Медиафорум». За подписью руководителя секретариата СДПК Усубалиева Талая Булутбековича. Вот мы обращаемся с официальным письмом и будем ждать официального ответа от военной прокуратуры. Мы, как вчера уже об этом заявляли, мы считаем данные действия правоохранительных органов как прямое воспрепятствование деятельности политической партии. Сейчас, наверное, Талая Булутбекович тоже скажет. Я являюсь руководителем секретариата СДПК, руководителем исполнительного органа партии. Мы заключили договор с акционерным обществом «Медиафорум». От партии заключал я, как руководитель секретариата. Партия также является такими же арендаторами, как и другие. Партия не имеет отношения к событиям 7 и 8 августа. Следует отметить, что экс-президент сложил полномочия председателя СДПК и приостановил членство еще в мае 2019 года. Мы требуем, чтобы государственные органы не вмешивались в деятельность политических партий и дали нам доступ к своим рабочим местам. Дамир Асанович, это новый генеральный директор открытого акционерного общества «Медиафорум». Он тоже вчера заходил к следователю. Да. Я сам как директор тоже не могу зайти в свое помещение, как говорится, свое здание. Поэтому я тоже прошу, чтобы мне дали доступ на рабочее место, чтобы наши тоже работники работали на месте, потому что там есть в данное время должны выплачивать коммунальные услуги. Мы не можем это в свое время выплачивать, поэтому просто нам дали доступ на здание. А сейчас куда направили? Вот сейчас мы поедем, мы сейчас стоим на Токтоналиева, здесь тоже отделение военной прокуратуры. Мы поедем сейчас на Лагвиненко, где находится головной офис военной прокуратуры, там мы оставим это письмо сейчас. И будем ждать официального ответа от военной прокуратуры. Еще раз подчеркиваем, что данные действия правоохранительных органов мы расцениваем как прямое воспрепятствование деятельности политических партий, что является нарушением закона.